Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане введены водоочистные сооружения в 4 вилаятах. В Ашхабаде стартовал фестиваль российского кино и анимации. И другие новости. На состоявшемся 28 марта заседании правительства президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление о производстве риса в 2025 году в Туркменистане. В соответствии с постановлением Министерству сельского хозяйства, Государственному объединению Туркменгала Өнемлери, Хекимликам Дашогузского и Лебабского вилаятов поручено в соответствующих этапах этих вилаятов обеспечить производство высокого урожая риса путем налаживания производства и севооборота на научной основе согласно требованиям агротехники. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил 31 марта нерабочим днем в связи с празднованием Ораза-Байрамы. В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Туркменистана постановляю провести национальный праздник туркменского народа Ораза-Байрамы 30 марта. Перенести выходной день 30 марта на понедельник 31 марта, говорится в документе. Туркмено-казахстанские отношения, базирующиеся на узах дружбы, братства и добрососедства, развиваются по широкому спектру направлений, заявила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Аль-Назарова на встрече с вице-президентом по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой. Глава казахстанского Минздрава отметила значимость благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении гуманитарных связей в регионе и мира. В Туркменистане введены в эксплуатацию новые водоочистные и канализационные сооружения в Балканском, Марийском, Ахалском и Лебабском вилаятах. Новые объекты инженерной инфраструктуры будут способствовать улучшению водоснабжения и экологической обстановки в регионах. Фестиваль российского кино открылся в пятницу в кинотеатре Беркарар в Ашхабаде. Показ начался с мультфильма «Большое путешествие вокруг света». Сегодня мы видим замечательную акцию по популяризации российского детского кино. Мы рады, что посольство Российской Федерации совместно с Роскино, Министерством культуры и Россотрудничеством организовали показ добрых семейных фильмов, сказала на открытии фестиваля заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Инна Светенко. Европейский аналитический центр 21st Europe, базирующий в Копенгагене, представил план по созданию общеевропейской сети высокоскоростных железных дорог к 2040 году. Эта сеть по замыслу разработчиков станет аналогом межнационального метрополитена и составит серьезную конкуренцию авиаперевозкам. Согласно проекту, новая сеть позволит сократить время в пути на 30% по сравнению с автомобильным и существующим железнодорожным транспортом. Поезда будут развивать скорость до 300-400 км в час. Пятимесячный французский бульдог по кличке Папхэнг стал первым клонированным псом в Таиланде. Хозяйка уникального животного, 50-летняя жительница провинции Радчабури, настолько сильно любила своего питомца, что не смогла смириться с его смертью. Женщина потратила более 6 миллионов бат. 176 тысяч долларов, чтобы вернуть своего пятнистого друга. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.